Мы находимся в историческом парке «Россия. Моя история». Тоже решили отреагировать и рассказать о состоянии, причинах и перспективах в области леса, лесных отношений, пожаротушения. Наши спикеры – это Амосова Саргалана Поликарповна, это ветеран лесной отрасли, и сейчас она директор музея леса, тоже вот исторический парк, тоже музей. Человек, который больше 30 лет отработал в лесной отрасли. Михайлов Андрей Егорович – это директор департамента лесного хозяйства нашего Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. И Исаев Александр Петрович – это доктор биологических наук, замдиректора Института биологических проблем крылья зоны. Наш основатель лесного хозяйства Аникин Константин Георгиевич еще в 1947 году писал в своей докладной записке министру лесного хозяйства Советского Союза, писал такие слова, которые до сих пор актуальны, я считаю, во все времена. Задача борьбы с лесными пожарами в Якутской АСР должна приобрести особо важное значение не только для лесных органов. Задача должна быть поднята на уровень общегосударственного и всенародного дела. И только тогда она будет, безусловно, решена положительно. Вот какие слова были сказаны. А мы сейчас имеем лесничество работников 582, а в 1947 году имели 714 человек. Сейчас лесное хозяйство Якутии находится где-то на уровне 50-х, по численности на уровне где-то 1950-х годов. Как шла трансформация нормативных баз, и вот те 85%, которые сейчас мы имеем зона контроля, она менялась? Мы говорим, лесной фонд 254 миллиона гектаров. Это земли 254 миллиона. Из них лесные земли составляют 196 миллионов, не лесные 58. Из лесных земель покрытые лесом 155 миллионов. То есть не все 254,7 миллионов, это нужно считать, что это покрытые лесом земли. И уже вот в 80-е годы охраняемая площадь, это и авиационная. Наземная всегда зона где-то была 4 миллиона всегда. Это зона применения наземных сил. Когда выезжаешь с населенного пункта, там на машине, на тракторе, тушишь пожары. Авиационная зона – это зона, где применяются парашютисты, десантники тушат эти пожары. Да? Самые горимые года, 86-й, было 1438 пожаров. Это нужно понимать, что это было количество пожаров на 110 миллионов. Или в прошлом году было 2061 пожаров. Это по всем зонам. Но так как пошло сокращение работников, охраняемая зона стала уменьшаться постепенно. И на сегодняшний день она составляет наземная, 4,4 миллиона, как и была всегда. Это зона работы ГАУ Якутлесресурсы должна быть по-правильному. Авиационная зона 32,9 миллиона. И вот эта зона космического мониторинга, или как мы называем ее, контроля, аж 217 миллионов. Да? То есть сейчас госзадание, вы все знаете бюджет, все выдается вот этим учреждениям нашим на эти 37 миллионов гектаров. А финансирование в советское время как было? Есть мероприятия, рубки ухода, санитарные, там все заготовка семян. На каждую вот эту строчку был норматив, скажем так, да? Сколько. Сейчас субвенции в лесном кодексе как прописано? Исходя из площади защитных и эксплуатационных лесов. Не включаются резервные леса. 126 миллионов резервные леса. Это та территория, где в ближайшие 20 лет не предусматривается заготовка древесины. Вот что такое 328 человек в авиабазе, из них по ДПС 221 человек. Да? В мае начинаются пожары. Пожары не потушишь за один день. Да? Высадили от силы на 20-30 пожаров. Все. А народу-то уже нету. Все. Что такое переданные полномочия субъектам Российской Федерации? Деньги определяются до начала финансового года, субвенции. У каждого свой карман. Если даже я пошла работать на другой субъект, как нынче,
я считаю, благодаря вот федеральному агентству, да, очень много привлекли сюда из других регионов парашютистов. Но за все это же надо платить. И в итоге по году, что затраты по лесным пожарам будут очень большие. Почему нельзя эти деньги изначально дать этому лесному хозяйству, например, скажем, да, не добавляя ее летом, когда пожары достигают больших размеров, да, чтобы уже планово увеличить численность нашей лесопожарной службы. Вот это хроническое недофинансирование, оно постепенно привело к тому, что то современное оборудование, оно сейчас реально современное, более лучшее, оно фактически все меньше и меньше. Ну и, видимо, опять же, вот на численность и рассчитывают на конкретно реальных. Конечно, насчет обеспеченности, конечно, вопрос очень больной. Это тоже, как вы сказали, это тоже хроническое недофинансирование. Но то, что касается работы ручными инструментами, а не современным оборудованием, это, конечно, тоже имеет свои тоже причины. Очень благодарны добровольческому движению. Обеспечение там идет и лопатами, кто со своей лопатой придет, кто с ранцем. Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы люди приходили более подготовленные. Все мы должны понимать, что самое главное, когда тушим лесной пожар, это его локализовать. Локализовать его можно только минерализованной полосой. И оттуда уже смотреть, или тушить оттуда, или проводить встречный отжиг. Вот самый тяжелый труд в тушении лесного пожара – это прокладка минполосы. И все должны понимать, что для этого нужна техника. Техника, которая могла бы прокладывать вот эти минерализованные полосы вокруг пожара. Даже какая была бы не техника, она иногда выдерживает только один пожароопасный сезон. Нужны травы для доставки этой техники до мест назначения, иначе гусеничный трактор сколько будет добираться до пожара, да? И в советское время очень широко применяли взрывной метод прокладки минполос. Нужно одно понимать, что водой, скажем так, никогда пожар не потушить. Мы сами были свидетелями, вот как 24 июля целый день был проливной дождь, да, и все говорят: ой, сейчас все пожары, потушат, да. А я сижу, я говорю: да вы что, говорю, неделю будете идти, еще потушит ли пожар, понимаете, да? Потому что же это не только вот открытый огонь, это же и коряги, и там, и деревья толстые и так далее, это же все горит, Поэтому нужно все равно, конечно, понимать, что нужно иметь, во-первых, численность людей и увеличивать технику. Техника. И, наверное, Александр Петрович, немножко по ситуации, как с животным миром. Лесной пожар – это настоящее бедствие для всего живого. И, конечно, лесные пожары, они были, они есть и, к сожалению, будут. И с этим ничего не сделать. Просто природа у нас такая, что лесной пожар – это постоянно, но периодически, циклически действующий экологический фактор существования нашего биома таежного. Да, и вот эта вот цикличность, я хочу дополнить, да, вот мы помним горимые года, всегда называем 73-й, там, ранее, 86-й, 90-й, 2002-й, 2011-й, сейчас вот 2020-го началось. То есть, как только происходит накапливание горючего материала из-за отпада лиственницы, да, сразу начинает горимость. Почему у нас северные районы там горят один раз в 20 лет, да? Потому что там древостой, сами знаете, он и меньше, и отпад меньше. А центральные, южные горят больше, потому что там древостой лучше и отпад больше. Потом еще есть такая проблема, как старение леса. Да? Лесной ресурс – это природный ресурс возобновляемый, обеспечит многоцелевое, рациональное, неистощимое лесопользование. Что это означает? Вырос лес, есть понятие спелости достиг, лучше его вырубить, срубить там, использовать, не доводить до состояния перестойности, скажем так. До состояния лесного пожара. Да, до состояния. А вот когда лесов перестойных становится все больше,
У нас расчетная лесосека, это называется допустимый объем спелых перестойных насаждений в вырубке 35 миллионов кубометров, а в год врубается всего там 1 миллион, скажем, да. Значит, 34 миллиона кубометров ежегодно переходят в состояние, скажем, перестойных Перестойности. лесов. Ага. И они стоят у нас как пороховая бочка, которая готова сгореть вот при такой аномальном лете, как нынешнее лето. И есть вопросы лесопользования, использования леса, государственного контроля. Многие думают, что лесное хозяйство, оно связано только с охраной лесов от пожаров и тушением. Да? Не все знают такой большой пласт работы, как организация лесопользования. Скажем, работники лесного хозяйства летом занимаются тушением лесных пожаров, а потом весной, осенью лесопатологическими обследованиями, зимой, значит, отводами лесосек, выполнением каких-то содействий естественного возобновления, другими вещами, обеспечением выдачи договоров купли-продажи, обеспечением контроля. То есть один и тот же человек, работник лесного хозяйства, он сезонно выполняет, скажем, Да, много разные виды работ. Да. Еще от Достоевского «Что делать?» Одна из важнейших составляющих борьбы с лесными пожарами, кроме прогноза и тушения, еще и профилактика лесных пожаров. Вот на это необходимо обратить самое пристальное внимание. Здоровый, хороший лес, он почти не горит, там нечему гореть. Если нечему гореть в лесу, то лес долго сопротивляется огню.